Пауза была, потому что, во-первых, наверное, надо чуть-чуть давать себе отдых тоже, да, собрать какую-то, накопиться какой-то энергии, собрать какую-то информацию, что ли, да, в голове, в сердце. И за это время я была задействована в спектаклях в Абхазском драматическом театре, и какая-то большая часть времени у меня уходила на театральную жизнь. Но одновременно я думала, что бы сделать нового, чтобы предложить зрителю. Эта идея создания такого конкурса у меня родилась давно, но как бы я готовилась, что ли, работала с детьми уже вот несколько лет, больше 5-6 лет работая с детьми, я подготовилась чисто профессионально. Думаю, что я готова создать такой проект, уделить свое время молодым, начинающим, талантливым детишкам. Почему выбрала проект именно детский? Потому что мы уже, так скажем, состоявшиеся артисты, уже как бы состоялись, да, у нас есть песни, у нас есть возможность где выступить. Подрастающего поколения нет площадок, нет возможности проявить себя. Проект «Объезхоу» направлен на то, чтобы подрастающее поколение проявили себя, чтобы они показали свой талант. У Хиблы эта идея уже давно, и я очень рада участвовать в этом проекте, потому что проект для детей, проект для талантов, проект для абхазской песни. В течение недели было огромное количество заявок уже поданных. И очень радует, что заявки подаются как не только с города Сухум, но большое количество заявок у нас с Чимчиры, с Гудауты. К сожалению, пока нет заявок из Гагры. Гагра, мы ждем вас. Очень радует, что эти дети, они уже ждут этот конкурс, очень готовятся, очень много вопросов задают. С каждым мы проводим отдельную беседу. Хочется сказать немножко об условиях конкурса. Они жесткие, эти условия Хибла сделала не просто так, просто мы планируем, чтобы этот конкурс был ежегодным, поэтому уровень этого конкурса мы изначально планку так подняли. Условием конкурса является то, что все ребята должны прийти уже со своими готовыми минусовками. К сожалению, это оказалось и проблемой, поэтому заявки мы при приеме заявок мы объясняем это условие и подсказываем, где, каким образом ребята могут найти минусовку, подготовиться уже. Партнер нашего проекта Комитет по делам молодежи и спорта, они предоставили свою площадку, на сцене их площадки мы будем осуществлять первый этап нашего конкурса – кастинг. На первом этапе кастинга будут отобраны 16 исполнителей. Отбирать их будет Хибла Мукба лично. Она будет одна в составе такого жюри. Ну а второй этап нашего конкурса, он уже будет проходить в марте. С 16 этими исполнителями будет проводиться работа, подготавливаться песни, тоже две. Одна обязательно абхазская, одна на выбор исполнителя. Будет проходить такой большой праздник песни, трехдневный, где все жители Абхазии могут прийти, посмотреть на наших деток, на наши таланты. Я думаю, что этот проект полюбят, мы уверены, да? Кастинг пройдут те дети, которые уже готовятся, занимаются серьезно вокалом. То есть у нас на конкурсе члены жюри должны оценивать вокал, да, как ребенок владеет своим голосом. И потому мы не можем принять просто любителей, да, детей, которые только-только начинают учиться. И еще, что хотела я отметить, вот многие звонят, мы говорим, и одна очень серьезная проблема. Дети поющие в основном поют какие-то иностранные, русские песни. У многих проблема с абхазской песней. Вот. И очень многие, я сама знаю, что дети очень хорошо поют, и из-за того, что у них нет абхазской песни, они не могут участвовать как бы.
И потому мой совет всегда у кого бы то ни было иметь в репертуаре хотя бы пару песен. Они в любом случае пригодятся. 25 ноября мы проведем кастинг, где отберем 16 исполнителей. Будет 2 категории, в каждой категории по 8 человек. Первая категория это от 9 до 12 лет, вторая от 13 до 16. Значит, после кастинга второй этап это 2 конкурсных дня. Первый день это исполнение любой песни, да, на любом языке, а второй конкурсный день обязательно исполнение абхазской песни. Плюс третий день это уже закрытие, гала-концерт, где будут объявлены призовые места, победители, и там же будут участвовать известные уже наши артисты. Членов жюри сразу говорю, что мы озвучивать до дня конкурса не будем, потому что даже на сегодняшний день уже лично мне начались звонки, что как бы их дети хотели бы участвовать, все такое. Я понимаю, у меня у самой есть ученики студии до ре ми, но я хочу, чтобы этот конкурс был, я и наша команда хотим, чтобы этот конкурс был честный и прозрачный, потому что я сама начала петь с выхода на конкурсе и знаю, насколько для них это болезненно, когда они честно оценивают. И хотелось бы, чтобы члены жюри оценивали объективно конкурсантов, что лично я не буду вмешиваться в решение жюри и конкретно кого-то лоббировать. Вот хотела бы дополнить, что на первом этапе нашего конкурса выбирать 16 исполнителей будет лично Хибла-Мукба. А второй этап конкурса, уже эти 16 исполнителей, их будут оценивать компетентное жюри, состоящее из музыкантов, актеров и так далее. В этот процесс, как Хибла уже сказала, она вмешиваться не будет. Но мы, подумав, решили, что Хибла-Мукба презентует на этом проекте свой приз от Хиблы-Мукбы специально, да, мы специально не раскрываем, держим в секрете, что это будет конкретно, но приз от нее тоже будет. Когда мы принимаем заявки, мы разговариваем в основном с родителями, общаемся с ними, объясняем, чтобы они провели с детьми определенную работу подготовительную. Это все-таки конкурс, проходит только 16 исполнителей, и мы, в свою очередь, тоже на кастинге будем разговаривать, наша команда будет разговаривать, общаться, объяснять деткам, что это только начало, что это одна из площадок, которые будут в их жизни. Этот конкурс ежегодный. Мы надеемся, что исполнители, которые не пройдут в этом году, придут к нам на следующий год, уже подготовившись. Большая часть, где-то 90% заявок, которые поданы, это все дети, которые занимаются вокалом. Но среди них есть детки, которые любители, которые никогда не занимались вокалом. Еще раз повторюсь, они в основном из деревень. Мы их записываем, если они выполняют все вот условия, которые мы выше перечислили. Конечно, конкуренция будет большая. Звонков больше, чем мы приняли заявок, в связи с тем, что не все условия могут быть выполнены. Нас поддерживают многие. В том числе Комитет по делам молодежи и спорта города Сухум, Флагман, Абхазское телевидение. Информационным спонсором этого проекта выступает компания «Агвафон», СМИ, оказывающие информационную поддержку «Спутник». И мы благодарны всем, кто нас поддерживает в данном проекте.